Молодежи это может быть не совсем интересно. Вообще по поводу дзена, наверное, это самая, может быть, токсичная такая площадка, жесткая площадка. А нет Вот это ощущения, что отношение аудитории к вашим материалам, татарским материалам, да, оно более просто искреннее? В общем, желтушничаете, да? Ну, иногда, да. Лилия, начну, наверное, с такой шутки. Говорят, что татары в жизни, в своей жизни 2 раза распадались. Это когда Золотая Орда разрушилась, да, и когда татары получили интернет. Вот. У вас есть Яндекс.Дзен канал, вы там пишете про историю, у вас несколько десятков тысяч подписчиков. Скажите, пожалуйста, что за татарская аудитория у вас? Почему ей интересно читать о татарах? Ну, у меня 2 канала, не совсем все о татарах, на самом деле. Первый канал действительно о татарской истории и культуре, а второй канал больше о народах Поволжья, об истории России, поскольку у меня есть материалы и такого общего характера. И там тоже, конечно, появляются материалы о татарах тоже. Вот, и поэтому первая аудитория, она более такая цельная, что ли, да, а вторая там народ как раз с каким-то материалом приходит, читает там какой-то вот взлет, потом они разбегаются. Вот. То есть не совсем такая цельная аудитория. Как вы себе представляете Что человека, который заходит к вам на канал, чтобы почитать, как же жили, например, 100 лет тому назад татары? Что это за люди сегодняшние? Конечно, это больше зрелые люди, уже, ну, условно, можно сказать, 40 плюс, может быть, даже, да. Там же можно по возрастам смотреть, кто процентов 70, наверное, да, это даже если больше, 40 плюс, много, ну, мужчин и женщин примерно одинаково, но у мужчин вначале было больше. То есть это люди думающие, связывающие свою идентичность именно вот с историческим наследием, со своими предками. Ну вот, молодежи это может быть не совсем интересно, хотя там небольшой процент тоже есть. Вот как-то так. И Вот. потом еще хочу добавить, ну, по комментаторам тоже видно, что в основном мужчины комментируют, женщины не столь активно. Есть какие-то постоянные комментирующие люди. И некоторые ведь мне пишут письма электронные, и там, допустим, вопросы какие-то уточняющего характера, там, может быть, там, частного характера вопросы. И они все связаны вот как раз с их предками. То есть, допустим, есть упоминания о каких-то фамилиях в этих материалах, они пишут, вот, Биба Байлар, там, вот, мой там дедушка, прадедушка, вот, там-то, вот такая-то фамилия, может быть, у вас есть еще дополнительная информация о них, вот. То есть уже это же не просто анонимные комментаторы пишут, а вот люди с именем, с фамилией, да, они себе представляются, и тоже это все зрелые, взрослые люди. То есть мои ровесники и старше, скажем так. Если это ваши ровесники и старше, у них наверняка уже есть тот опыт, когда они черпали все-таки информацию из книг. Неужели они не все книжки еще прочитали, что приходят к вам на канал читать? Ну, не все удивительно. Иногда даже некоторые мои коллеги, ну, историки, там, археологи, допустим, или ну, которые занимаются не 19 веком, да, я же все-таки больше по дореволюционной истории, там, по советскому периоду, они даже подсчитывают и говорят, вот, не знали там о каком-то факте. То есть мы все равно на специфических конференциях вот, встречаемся, да, если вот научное сообщество, и не всегда пересекаемся, те, кто занимается советской историей, и те, кто там такой более древний, и иногда даже не подозреваем, кто чем занимается, ну, в таких вот подробностях. Вот. А что касается, неужели они не знали, ну, аудитория ведь разная, и дзен, это вообще там как-то все непредсказуемая аудитория. То есть иногда, как я сказала, с какой-то статьей они там набегают, какая-то тема их действительно волнует. Я стараюсь все-таки не столько вот, сугубо исторически, а связывать как-то с традициями, с культурой народа. Кому-то интересно читать про татарский язык, там какие-то полулингвистические рассуждения. То есть, наверное, они не всегда остаются вот на этом канале, но, по крайней мере, какое-то время там что-то там почитывают, потом уходят и приходят новые. Как-то так.
Если посмотреть на реакцию вашей аудитории, да, и вы, в принципе, тоже представляете научное сообщество наше, да, там историки Казани, Татарстана, э, уровень дискуссии. Уровень дискуссии. Вот можно ли сравнить то, как историки между собой спорят, и то, как обычные люди об историческом материале между собой спорят? Ну, на поверхности как будто историки должны быть более воспитанными в своей споре, да, друг друга слушать. Но у меня почему-то есть сомнения по поводу этого. Ну, вообще, по поводу дзена, наверное, это самая, может быть, токсичная такая площадка, жесткая площадка. Это не Инстаграм, где даже нету там дизлайков, да, как-то все друг друга хвалят и особо там не дискутируют. Здесь, конечно же, настоящие интернет-баталии бывают, иногда там больше там 500 комментариев, 400 там комментариев и так далее. Ну, конечно же, это нельзя сравнивать ну, с таким живым обсуждением на конференциях ну, вот, между оппонентами, да, и докладчиком и оппонентом. Это совершенно другой уровень. Тут потом анонимные же комментаторы. И они раскованные, Да, они да, свободные, да, и они да. пишут то, что думают, а не то, что, чтобы там с моим коллегой-историком не поссориться лишний раз. И тут, конечно, много и хейтеров тоже, и негатива тоже много. У Дзена есть такой недостаток, что вот, ну, система модерации еще не настолько вот развита. Там можно либо отключать комментарии, либо оставлять. И как-то вот еще они будут дорабатывать, я думаю. А нет ощущения, что отношение аудитории к вашим материалам, татарским материалам, да, оно более просто искреннее? Эмоциональное, но искреннее. Ну, эмоциональные, да, да. Но искреннее. И есть уже определенная группа людей, скажем так, которые уже вот поддерживают, нравятся, там как-то вот положительные отзывы больше, да. Я была вот недавно на конференции в Актаныше, и там вот некоторые там краеведы и другие люди тоже подходили, говорили: вы та самая там Лилия Габдрафикова, мы вас читаем, там как-то вот так вот. Ну и есть, конечно, другого порядка комментаторы, они тоже нужны. Я имею в виду именно негативно настроенных людей. То есть те, которые вам сразу скажут, еще не читая, что с вами не согласны? Да, бывает так, что они читают только заголовки, то есть не вчитываются в содержание, а заголовки же, ну, Дзен такая система, что очень много провокационных заголовков, иначе просто не будут открывать твой материал, то есть тут конкурируешь, это же как такой сток. В общем, желтушничаете, да? Ну, иногда, да, особенно поначалу у меня там был, допустим, статья была посвящена татарским пословицам про работу. Заголовок был: «Как это работает у татар». Любопытные, конечно же, да, открыли, посмотрели, почитали. Но надо, конечно же, избегать совсем уж таких кликбейтных каких-то. Кстати, Дзен наказывает за кликбейт, когда ты обманываешь читателя. И, то есть, когда у него одни ожидания, он открывает и натыкается на совершенно... А он поймает за то, что у вас, скажем, в заголовке про Кряшин, а в тексте про, скажем, там, не знаю, про башкир? Нет, такого-то не будет у меня. Если про Кряшин заявлено, то будет про Кряшин, да. Я когда знакомился с вашим каналом, судя по заголовкам, вы охватываете очень широкий круг этнографических групп татарской нации. У вас там встречаются и нагайбаки, и кряшины, и татары Оренбурга, татары Башкортостана. А в чем задумка вас как автора? Почему вы так решили охватить? Ну, есть же такие общетатарские как бы темы, а вы как будто вот прям дробите все. Нет, наоборот, у меня как раз такой даже общетюркский, может быть, подход, то есть не столько только вот татары, потому что я же занимаюсь дореволюционной историей, а тогда вообще не было вот такого разделения, что оренбургские татары, там, казанские и так далее, это все было одно какое-то информационное пространство, хотя тогда интернета не было, да? Культурные, экономические какие-то коммуникации были очень развиты. Единственное, когда какие-то вот сюжеты отдельные я даю, с географической привязкой, это для лучшего понимания читателя, для привлечения как раз аудитории. А такой специальной цели, там, как-то вот представить все этнографические группы или так далее, нет. А что касается православных татар, ну, Нагайбаки и Кряшин, да, действительно, были такие публикации.
ну, совсем недавно было Рождество, и как бы я посчитала нужным, что вот надо что-то вот о православных татарах тоже вот как-то обозначить этот вопрос, потому что, как мне показалось, что вот, недостаточно, может быть, уделяет внимание этому вопросу, на их наследие. Сейчас как бы все готовятся к переписи, все народы. Все ли? Ну, по крайней мере, те, кто, скажем так, входят в орбиту татарского мира. Мне кажется, вот, Башкиры, нагайцы, по крайней мере, уже с нами дискутируют, и мы с ними тоже дискутируем. Отсюда появляются дискуссионные точки, как я называю, да? Татаро-башкирская, татаро-нагайская, татаро-сибирская. Вы по вашим публикациям, по реакциям в интернете, в аудитории, что видите? Что вижу? Ну, если татаро-ногайское вот так вот отдельно, да, выделять, там особо, видимо, какой-то вовлеченности я не вижу. Может быть, это связано вот с самим контентом, да, там по древней истории у меня не так много, там кочевников, все-таки ногайцы это больше вот мы связываем с средневековой историей татар. Вот, была одна публикация, там в том числе приводилась биография вот известного просветителя астраханского Абдурахмана Умерова. То есть там был татарский мулла, издатель вот начала 20 века. И вот Абдурахман Умеров, он же тоже издавал газету «Идель», у него был и вот, медресе Низами. То есть в этом смысле, ну, если брать газету «Идель», как какой-то коммерцией, да, занимались муллы. Здесь у нас был Галимжан Ибрагимов, который также издавал там свой журнал. И в Оренбурге были такие муллы, в Самаре был тоже Фатых Муртазин, он вообще издавал газету, журнал по экономике. И вот был материал об этом, но там как-то, видимо, как люди этнически близкие Абдурахману Умеру, может быть, это не заметили или что. По сибирским татарам или татарам Сибири тоже были у меня некоторые публикации, допустим, как татары построили мечеть в Иркутске. Ну, это вот поволжские татары там построили вот, мечеть, как-то вот организовали общину и так далее. Там, конечно, были некоторые комментаторы, там буквально какие-то вот пассажи были, что татары вот давно там жили в Сибири, и как-то вот они привязались к словам, получается. И когда появляется публикация о татарском языке, там тоже иногда бывают какие-то такие дискуссии, вот, ну, мы диалекты тоже обсуждаем, и в том числе вот сибирско-татарским языком тоже, и там, ну, тоже вот наблюдается какая-то попытка вот, обозначить обособленность, что ли, да, сибирских татар. Хотя моей аудитории большинством это не всегда поддерживается, и я вижу, что вот эти вот комментарии, дискуссию провоцирует всегда один и тот же человек, это он даже не скрывается, имя, это научный сотрудник из одного сибирского там какого-то исследовательского института. Александр Сагдеев? Нет, Юрий Квашин или Квашнин. Открытая у него там биография, причем он сначала занимался какими-то сибирскими народами, такими малыми, а потом сейчас вот занимается вот, видимо, сибирскими татарами. И вот он обсуждает татарский язык, не зная татарского языка, и вот говорит, что вот у сибирских татар вот такие-то различия. А вот, ну как можно, не зная языка, вот, основываясь на каких-то статьях там, да, отдельных, делать вот такие громкие выводы? Я не филолог, не лингвист, но я нахожу в соцсетях какой-то контент на сибирско-татарском диалекте, языке. В принципе, все понятно. Все понятно. Ну и вы тоже татароязычные, да, ведь? Да. Ну, я вообще считаю, что все тюркские языки, они, если вот как-то заставить себя думать, в принципе, они все понятны. Помедленнее скорость включить, то, в принципе, разборчиво. Я как-то была на конференции в Азербайджане, и там вот Институт истории проводил азербайджанский. И там были как раз гости, участники из разных регионов России и из-за рубежа тоже. И вот директор Института истории вот этого азербайджанского, тогда был Якуб Муалим, он говорит, давайте каждый, а мы все тюрки, говорите все на своих родных языках. И каждый, кто на татарском, кто на кумыкском, кто на узбекском. Там не понимали настолько вот отдельные представители Кавказа, мы им переводили, там, когда кумык выступает, я им перевожу. Там ингушам и вот там чеченцам и другим, да. То есть все понятно. Мы просто как-то вот так вот, это, вот, видимо, советское время какой-то вот заслон, что вот мы не понимаем,
что это... Брать квартиру да, себе. что, да. А на самом деле, просто немножко надо напрячь извилины, и все понятно будет. И продолжая вот это вот, как обозначенные вами, да, моменты, конечно, и на первом моем канале, и на втором тоже, там вот эта татаро-башкирская тематика, конечно, это как основная фишка, что ли, да. Мощно идет, да? Да. И спасибо вот этим комментаторам, хейтерам, которые всегда вот раскручивают, в общем-то, эту тему. Что бы я ни написала о татарах, там всегда будет вот какой-то там негатив вот, со стороны вот наших оппонентов, что-нибудь там. Причем я иногда пишу и о башкирах, этнических башкирах. Я задумывала серию «Друзья татар», о выдающихся там башкирах этнических. Там писали мы про музыканта Газиза Мухаметова, писали про забытый художник Сабит Ихшибаев. Он жил в Казани, приехал сюда, в Казань, учиться в Казанской художественной школе. Не поступил, но начал работать с труппой «Саяр». Как-то они его поддержали, татар. То есть, вот был такой пример прекрасной дружбы. Потом он, когда уже Башкирская ССР была создана, он уехал туда и работал театральным художником. Потом очень рано умер, 40 лет, и о нем как-то вот забыли. И там какой-то профессиональный художник все про Касима Давлеткильдеева говорят, татарина, там вот, и там везде в Википедии пишут, что вот он не татарин на самом деле, а где-то там себя указал как башкир и так далее. А вот про этого Сабита Ихшибаева как-то вот забыли. Да. И мне вот обидно вот за него. А много вообще действительно таких настоящих башкирских, скажем так, героев, личностей, да, прошлого, о которых сейчас вообще почему-то не вспоминают? Я думаю, что да. Тот же Газиз Аль-Мухаметов, о нем что, особо говорят, что ли? А он чем известен? Он известен тем, что он был, во-первых, великолепным певцом, музыкантом, и вот он дружил с нашим композитором Султаном Габаше, и вместе вот с Александром Ключаревым они вот оперу «Сания», например, первая татарская опера, они вместе создавали это. Потом еще были другие оперы. То есть вот потом он, конечно, уехал тоже в Уфу, и, это тоже очень люди дружили, создавали вот это вместе тюркскую культуру, уже советского, конечно, варианта, но все равно у них не было вот никаких вот каких-то непониманий, что ли, да, еще вот перетягивания на себя там каких-то, как-то вот различий не было. И таких героев, я думаю, много, это надо все просто изучать, просто, сейчас, может быть, какой-то вектор развития немножко не тот. Мы сейчас как будто каким-то дележкой занимаемся. Этот наш, не ваш, Галия Чикрей наш, не ваш, Ангам Атнабаев наш, не ваш. Ангам Атнабаев, там, по-моему, с ним все понятно, что он татарский поэт. А вот если такой более ранний, вот 19 век, вот я же вот историей частной жизни, историей повседневности занимаюсь. И, конечно же, мне хочется, чтобы и башкирские коллеги развивали вот это вот социальное, что ли, направление. Вот у нас татарская историография это только-только вот идет, да, как там какие-то детали начинаем изучать. Вот, и через это же тоже понимание, да, вот этих общих процессов. А тут у нас, может быть, больше такая событийная, политическая история, такой больше, не сказать мужской взгляд, конечно. То есть в Европе это уже проходили еще в прошлом веке. Краеведение, по-моему, активизировалось очень сильно. По-моему, именно благодаря части краеведам и была написана эта книга про татар Уфимской губернии. Уфимского уезда, потому что Уфимская губерния появилась позже, а Уфимский уезд это такое более обширное понятие, это не Уфимский уезд там 19 века, это 18 век, это практически большая часть Казанского ханства, можно сказать, да, бывшего Казанского ханства. Это же получается восток Татарстана, запад Башкортостана, часть Оренбургской губернии, Удмуртия, часть Свердловской области. То есть очень, уезд. Я просто удивлен нашим краеведам, они там пишут спокойно книги по населенным пунктам. Откуда они достают деньги на эти книги по этим населенным пунктам, тоже, конечно, у меня вопрос. Может быть, спонсоры какие-то. Какое-то вот сознание краеведческое все-таки растет, какой-то есть запрос в общество. Запрос есть, да. Я это даже вижу по своим материалам на том же вот канале Яндекс.Дзен. То есть я вообще не думала, что материалы по истории деревень отдельных
будут интересны вот такому большому кругу читателей. То есть я начала там серию «Знаменитые татарские деревни», и, ну, поскольку у меня были уже эти материалы, мы у себя в отделе этим занимаемся, вот, это тоже истории деревень, и начала вот давать вот как-то, ну, конечно же, находить какую-то изюминку в каждой деревне, не просто так вот столько-то было людей, там столько-то душ, как мы любим, да, мужских душ, там женских душ, столько-то, ну и там живность там другая перечисляется, очень скучная такая подача. А тут немножко по-другому, и вот я вижу, что много дочитываний. Вот, например, одна деревня, сейчас я, конечно, по цифрам не помню, вообще, конечно, удивительно, татарская деревня Оренбургской области, вот буквально в декабре была эта статья, 30 тысяч дочитываний. Что они там читают? А какая там информация была этой статье, если так кратко? Вы о чем там пишете? Ну, везде по-разному, но конкретно вот по вот эта публикация об одной татарской деревне, это сейчас название, не помню, Верхние Чебеньки, Сакмарский район Оренбургской области. Я просто нашла в источнике, ну вот один путешественник, чиновник русский проезжал через эту деревню, очень хорошее описание, что вот такие там люди жили, причем он там чуть ли не походку их описывает, вот, как они себя вот осознавали и так далее. И я, конечно, это связала и с какой-то современной информацией, что ли, какие там выходцы и так далее. Понятно, что там иллюстрации. И вот, ну, вот им стало вот интересно, видимо. И до этого была публикация, например, тоже много, почти 20 тысяч дочитываний по татарской деревне из Мордовии, там Белозерье, наверное, слышали, это Да. большое село, там и своя футбольная команда, мечети. Свои заводы, фабрики. Да, там была статья «Удивительные татарские деревни». Вот, вообще там исследование проводил мой коллега Ильнур Минулин. Я же пишу не только свои материалы, даю, а еще адаптирую какие-то их научные публикации, ну, в таком более лайт-версии, скажем так. И вот это тоже с интересом читали. Вы в конце 2020 года подводили итог у себя на канале, определили топ самых читаемых материалов, да? Ну, первый вопрос, что это за материалы? И второй вопрос, скажите, а какие ваши материалы, вот вы их написали, вы так рассчитывали, что сейчас аудитория там начнет, и нет реакции? Да, есть такой момент. Будем говорить о топовых или о... Ну, топовые, самые читаемые. Самые топовые. Сейчас я... Вот «Верхние Чебеньки», то есть материал, да, самый такой топовый? Нет, там были и другие тоже. Сейчас я просто точно не скажу, потому что каждый день же меняется. Вот недавно была публикация про деревню Татарбаева из Мишкинского района Башкортостана. Ну, коротенькая, кстати, основана на материалах из книги Татаро-Уфимского уезда. Я просто немножко расширила, дополнила и так далее. То есть было там 1000, что ли, дочитываний. Сегодня уже смотрю почти 4000. То есть они как-то вечером, наверное, там еще другие какие-то показатели будут. Все меняется. Но если обозначить какие-то общие моменты, как я уже сказала, про вот деревни, да, одно направление. Потом, конечно же, вот, как называется, такие уже известные какие-то имена татарские. Там, естественно, если про Марата Башарова напишешь, там все равно его имя даже привлечет. Чарльз Бронсон, по-моему. Да, про татарина из Голливуда тоже, кстати, да, много было дочитывания. Потом и татары же разбросаны по всему миру, вот как название вашего канала, да, «Татары мира». И про Рой Джеймс, это вот татарин, который был звездой вот японского кинематографа. Да, его называли, он играл Джеймса Бонда в японских фильмах, вот, и этот материал, конечно, тоже очень все читали. Японский Джеймс Бонд, татарин по происхождению. Да, он, причем нашлись даже его родственники, тоже среди читателей дзена. Ну, я знала его, брат его родной, он живет сейчас в США. Они все, конечно же, дети иммигрантов, уже родились уже в Японии. Он был сыном муллы токийской мечети, вот, сейчас я имя не скажу, Сафа, в общем, фамилия. Вот, и получается, их корни из Пермской
губернии, из Перми. И еще плюс тоже их родственники жили в Елабуге, работал купцом в Елабуге. Ну, это все же один регион. А почему Джеймс Бонд? Ну, поскольку лица же в Японии определенного азиатские, а тут Джеймс Бонд, он как бы европеец и так далее, и тут вот свой как бы японоговорящий артист, татарин, и вот его как-то вот привлекали, и он был очень популярным, этот человек, да. И в японской Википедии о нем есть информация. А Еще, да, продолжая про другие какие-то неожиданные и популярные вещи, вот не столько по истории, вот про Исянмисис, казалось бы, да, ну, вроде бы все знаем, как здороваться по-татарски. Да, что такого в Что такого? Исянмисис? Да, да, да. И вот была серия публикаций про вот как здороваться правильно по-татарски. Тоже было много дочитываний. Что Исянмисис неправильно? Ну, Исянмисис — это же более поздняя версия. Насколько позже? Ну, оно, конечно, было Исяньми, но это уже в советское время все равно вот эту вот конструкцию как-то вот распространили. А до этого все равно было мусульманское приветствие, ассаляму алейкум. А еще раньше вот забытое приветствие арумасас. Арума. Это, по-моему, у башкир так принято? Не только у башкир. Это кстати, наши кряшины вот, говорят арумасас туанар. Даже такие фестивали проводят. А как переводится, получается? Ар — это вообще сила, вот как, ну, обычно спрашивают, арума там, ты в порядке? Вот оно как. Да, это вот про это забытое, вот это татарское приветствие тоже было, и сянмесис, там, саумасис и так далее. Вот, это, ну вот, народ читает. В принципе, татарская аудитория задумывается над сменой кое-каких своих привычек, да, если у нее есть такой отклик? Ну, традиции, язык интересно. И еще, например, у меня была статья, что общего между русскоязычным татарином и просто татарином. Так. Тоже много читали. А каким выводом, кстати, пришли, рассуждая над этим вопросом? Рассуждая над этим, но у нас же как, ну, не совсем, может быть, как такая тенденция, что вот татароязычный мир есть, они как-то закрываются. Есть русскоязычные татары. Татароязычные, может быть, думают, что вот контент, ну, все, что вот они производят, они априори должны быть интересны русскоязычным. Это же не совсем так. Вот. И когда мы говорим об идентичности, то есть много говорят о татарском языке, а вот русскоязычный татарин, что у него? Что у него остается? Да, точка опоры, да, если он не владеет уже языком. Там же какие-то другие вещи должны подключаться. Это как раз история, например, общее происхождение. Ну да. У русскоязычных и у татароязычных вот одни и те же предки, и, конечно же, они через это могут уже быть вовлечены, в том числе уже в татароязычную. То есть сначала надо сформировать какой-то такой интерес в целом к идентичности человека. Традиции, опять же, язык не всегда понимают, но какие-то вот, ну, чувства, что ли, да, вот, связанные вот с татарскостью, это все как-то вот пробуждает вот этот интерес к идентичности. Интересно, да. То есть даже вот, ну, там, татарская еда, например, да, в принципе, и какой-нибудь русскоязычный, и татароязычный сядут. Найдут о чем поговорить вместе. Найдут о чем поговорить, да. То есть какие-то эмоции, может быть, связаны с дедушками, с бабушками, ну, привычки, да. Вот это все надо как-то вот как раз вот через вот эти детали собирать и, да, популяризировать, может быть. Потому что уходят же эти традиции, же, ну, все равно уже сейчас уже виртуальные татары какие-то, даже мы не можем как-то их так разделять. А как аудитория ваша реагирует, когда вы, например, какую-нибудь исламскую историю затрагиваете, мусульманскую историю? Да, насчет исламской истории, конечно, это было неожиданно. Я-то думала, что вот как раз буду писать больше об исламе, о каких-то вот мусульманских практиках тоже, об истории скорее, да, ислама, потому что, опять же, занимаюсь дореволюционной историей татар, и там, конечно же, татаро-мусульмане именно. Но эти материалы вот не совсем, видимо, интересны, либо аудитория не та. То есть, конечно, их читают, но не так активно, что ли, как хотелось бы. То есть у меня были публикации о шакирдах медресе, и я думала, что сделаю серию, как повседневная жизнь там, шакирдов татарских медресе, там 19 век, начало 20 века. Ну, как-то вот
не пошло. Потом планировалось, когда канал задумался, что на татарском языке тоже будут публикации, поскольку я пишу и на татарском, и на русском. Но опять же вижу, что, видимо, на Дзене больше русскоязычная аудитория. И я знаю по опыту других своих коллег, которые тоже ведут там канал, вот у нас есть татарский мир, там много публикаций на татарском. Потом Айдар Гайнудинов у нас На тоже татарском пишет на он. татарском, да, но он делает и на русском, чтобы все-таки как-то привлечь аудиторию. Это, конечно, проблема, да. И интересный опыт я начала, знаете, как делать? Даю и на татарском материал, и комментарии на русском, чтобы вот была вовлеченность. То есть перевод и У вас, так, комментарий. по-моему, о Тагире Каримовой такой материал. Да, так это делал. материал Тагира Каримова на татарском языке, но я решила не просто так вот взять и опубликовать и надеяться, что кто-то это будет комментировать, а дала свои комментарии на русском, ну и перевод, соответственно. Просто мой личный опыт, например, да, это очень интересный опыт, когда ты читаешь текст на татарском, потом читаешь текст на русском, и мозг автоматически пытается тебя посравнивать. Посравнивай, вдруг неправильно Потом, все-таки написано, вдруг знаете, неправильно автор перевел. Еще какой материал был тоже на татарско-русском, вот у вас прекрасный пиджак, и у меня как-то татарские журналисты татароязычные как раз брали комментарии как раз по этому поводу, по истории вот костюма татарского, вот, такого модернизированного костюма начала 20 века, и как-то вот этот материал особо, то ли они его не опубликовали, то ли что, вот как-то он остался, и я его тоже вот в Дзене опубликовала, но с комментарием на русском, опять же, с переводом, и тоже его очень с большим интересом читали, обсуждали. Вот. То есть эта тематика тоже многих, то есть, ну, по сути, вот вы спрашиваете, кто ваши люди, кто эти люди, почему они читают это. Добрая половина, это, конечно, сами татары, и они о себе же читают. У вас, то есть, тоже есть ощущение, потому что у меня тоже есть ощущение, что на самом деле о татарах надо говорить не только так, чтобы и татарам было интересно, но и чтобы и другим народностям. И другим, конечно, да, и другие тюркские народы с интересом читают, там, и русские тоже читают, и остальные. Татары вообще, мне кажется, вот такой народ, который всегда вызывает какие-то эмоции. Не всегда, может быть, положительные. Ну, потому что мы не совсем однозначные. Ну, они просто интересные, у нас и богатая история, и вот как-то вот, ну, равнодушных нет к татарам. Это они сами как это постоянный триггер. Вот. В принципе, вы занимаетесь популяризацией, как, впрочем, я тоже стараюсь заниматься популяризацией исторического материала. Нет ли у вас ощущения, что и вы, и я, мы вместе убиваем обычную такую строгую историческую науку, потому что сейчас все историки поймут, что можно прославиться, надо завести только Яндекс.Дзен-канал, Телеграм-канал и писать все, что думаешь об истории. Нет у вас такого ощущения? Ощущения такого нет, мы это как-то даже обсуждали. Вот у нас был круглый стол как раз по популяризации, как раз там собрались ученые, журналисты, но ученые же вот, ну, не люди такого определенного склада, и у нас все равно есть свое научное сообщество со своими журналами, там, Web of Science, там, Scopus, WAC и так далее. И если человек вот именно остается в этой профессии, в этих вот координатах, да, и он все равно будет больше мотивирован писать для таких вот научных журналов, таких солидных, со своими критериями оценки и так далее. А то, что опубликовано в Дзене, это же, ну, не говорит о какой-то апробации, что ли. То есть туда нельзя там ни сослаться, ничего. Вот. Прославиться, не знаю, насколько заинтересованы наши ученые. В Институте истории Марджани есть KPI по тому, как человек популяризиет историю? Нет, к сожалению, нет. Хотелось бы? Хотелось бы, но нашему ученому секретарю Алексею Сергеевичу Бушуеву, ему интересно вот только вот наши публикации, вот опубликовался в Scopus, хорошо, там Web of Science еще лучше и так далее. И вот эти все параметры, ну, они не играют никакой роли, и его можно понять, потому что тоже вот общие показатели института по сравнению там с другими научными учреждениями, они же тоже суммируются, исходя вот из таких вот публикаций. И мы же все работаем в системе ВАКа,
То есть, когда мы идем кого-то оппонировать, какую-то диссертацию, смотрят последние там, публикации там, за 5 лет в научных журналах. То есть сейчас вот очень такая жесткая система в российской науке, что все, что ты делал там за 10 лет, это как-то аннулируется, только в последние 5 лет учитывается. И поэтому человек должен быть постоянно в форме, ученый, и как-то доказывать именно в таких вот научных журналах вот свою какую-то вот, как сказать, свою профессиональную какую-то вот квалификацию. Просто я не раз встречался с обычными людьми, которым история интересна. Они не только в проекте «Татаро мира» там, и в других, я видел, форумах участвуют. У них у всех есть одна претензия к историкам. Пишите на самые интересные, важные там, для их народа да, там, темы. Публикуйте книжки, 500-300 экземпляров. Дойдут они до читателей, не дойдут. Ну, они же все в PDF-варианте уже, Ну, я знаю, да, что Институт истории в этом отношении работает. Это можно найти всегда. Ну, просто, на самом деле, даже силы, время и так далее, вот, и потом, не у каждого есть вот интерес, не каждый хочет вот так вот общаться со своей аудиторией. Хотя, конечно, это очень интересный опыт, вот это вот виртуальное пространство. Там, в принципе, ученые сталкиваются с такими разными читателями, с которыми, может быть, в жизни в обычной никогда вот не пересечется. И иногда вот мне вот социологической, этнографической точки зрения какая-то инсайдерская информация даже открывается в этих комментариях. То есть они пишут там те же самые какие-то примеры по диалектам там, или по истории деревень, а у нас там вот это, то есть социологи ходят, там специальные экспедиции проводят, да, опрашивают, вот, ищут этих информаторов, а тут, пожалуйста, бери, анализируй и идентичность татар по вот этим комментариям, и другие какие-то вопросы. Поэтому, может быть, кто-то из ученых действительно обратит на это внимание, а кто-то вот пойдет своим таким традиционным путем, консервативным. В прошлом году Институт истории Марджани издал книгу «Татары Уфимского уезда». И, говорят, книга просто взорвала все это татаро-башкирскую вот это вот споры. Наконец-то у татар, значит, востока Татарстана и северо-запада Башкортостана появился аргумент в пользу своей татарской идентичности. Как эту книгу популяризировать? Она же является таким списком деревень, которые в какой-то там ревизии были написаны то ли татарскими, то ли там башкирскими, когда уж там сословие. Как эту книгу-то популяризировать? В целом, мне кажется, уже идет такая информационная кампания, что ли, или как это правильно сформулировать, не сказать рекламная кампания, но спасибо нашим журналистам, вот от медиа, они обычно не особо вот уделяли нам внимание, то есть мы всегда их приглашали на конференции, на презентации книг, они как-то игнорировали, а вот в связи с этой книгой, конечно же, да, они сделали и ряд репортажей, и вот ходили мы на ток-шоу тоже, вот «Тайну Нуктас», например, обсуждали эту книгу и так далее. И в Дзен-каналах мы тоже делаем какие-то публикации. То есть кому интересно, я думаю, все равно найдут, поймут и так далее. И будут использовать какие-то фрагменты из этой книги. PDF-формат лежит в открытом доступе. В принципе, как-то по поиску можно найти свою деревню и так далее. Это справочник, то есть это уже надо дальше как-то работать с ним. В соцсетях обсуждают уже, поэтому тут вот очень хорошо сказал вот как раз на «Тайну Нуктасы» мой коллега, вот наш заместитель директора Марат Гибайдинов. Невозможно вот что-то вот специально, каким-то директивным путем кому-то что-то доказывать, навязывать и вот, как вы говорите, популяризировать. Институт истории Марджани сделал свое дело, выпустил книгу, а теперь уже, пожалуйста, да, пользуйтесь. И я вижу, конечно, что интерес большой, и по комментариям, благодарности. Мы со своей стороны, конечно же, будем какие-то фрагменты публиковать тоже. Там очень хорошие комментарии научные, например, подготовлены вот нашими коллегами Айдаром Нугманом, Радиком Исхаковым.
Это тоже интересно. Не столько вот эти таблицы. Таблицы, конечно, тоже само собой, а еще же вот такая информация научная, пояснение, 4 ревизии в этой книге, и там на самом деле можно проследить вот динамику вот развития вот этих вот регионов. То есть первая ревизия, она, конечно, не совсем совершенна, еще только вот начинал Петр I, это, то есть и сашные, и служилые татары. Дальше мы видим, допустим, как начиналось уже, это же 1740-е годы, уже проблемы вот крещенных татар как раз, да, там уже новокрещенные из татар, старокрещенные из татар, вот эти уже появляются. Мы же помним, как Лука Конашевич там своими активностями, активности проводил в Казанской губернии, и, видимо, вот население отсюда на восток как-то уходили. А третья ревизия, там уже мы видим типтерии, это тоже как переходная форма, видимо, и там на самом деле, кроме типтерей, там служилых и сашных татар, кучу каких-то других сословий, есть даже безъясашные татары, и такое было. Безъясашные татары? Да, ну там такие обозначения есть. Есть горные татары, вот пойди вот объясни тоже, что, может быть, это с горной стороной как-то связано с переселенцами. То есть там торговые татары, это связано с переселенцами в Оренбург, когда вот город Оренбург только строили, и вот те татары, которые занимались вот торговлей, они вот так обозначались. То есть в этом смысле, конечно, с одной стороны, да, люди, которые интересуются историей своей деревни, могут какую-то информацию найти. С другой стороны, и историки могут как-то тоже на базе вот этой информации какие-то свои уже выводы делать. И в этом смысле надеюсь, что это всем будет полезно. Вот. А что касается популяризации, это может быть даже уже вопрос не к историкам, может быть, даже больше к вам. Татары мира канал, например. Да. Вы же вот очень хорошую работу ведете по популяризации как раз такого исторического наследия. И да, обладаете какими-то инструментами. Историки, они все-таки больше люди такого консервативного мышления. И тяжело, на самом деле, и академические книги писать, и заниматься какими-то медиа, как это называется? Вот, медиа-направление. Медиа-сопровождением. Лилия, спасибо большое за беседу. В общем, спасибо. мы предприняли попытку узнать все-таки, кто же все эти люди, которые вас читают, а меня смотрят, и им не безразлична история татар. Спасибо. Спасибо вам.